Здравствуйте, русские удмуртские куклы, защитницы без лица. Сегодня на мастер-классе мы с вами изготовим куклу Юмынё. Переводится она как зерновушка. Само название говорит уже о том, что внутри у нас будет заполнено каким-либо зерном. Различные крупы имеют различное значение. Например, пшеница – богатство, а гречка – здоровье. Наша куколка заполнена гречкой. У куклы есть платье, юбочка, фартук и косынка. Для этого мы берем ткань шириной 15 см, прошиваем ее и фиксируем в основании шеи и голову. Заполняем ее крупой. Дальше одеваем нашей куколке фартук и платье. Обматываем вокруг головы. Берем красную ниточку. Всегда использовалась нитка или пряжа красного цвета. Хорошенько крепим и делаем узелок. Узелок так, чтобы платье не распускалось и не выпадало. Лишний конец отрезаем и выворачиваем. Кукла надела платье и фартук. Берем ленточку, завязываем ее вокруг головы. Ленточка может быть любого цвета, примерно 10 сантиметров длиной. Ленточка готова. Дальше у нашей куколки еще нет рук. Берем ткань 10 на 15, скручиваем в трубочку, где запястье фиксируем красной лентой и прикладываем между спиной и шеей напротив фартука задней стороны туловища куколки и наматываем вокруг тела, делая узелок в виде крестика. Фиксируем руки. Фиксируем так, чтобы руки тоже не падали и были распределены равномерно, что с правой стороны и что с левой. Последним штрихом у нас будет завязывание косынки. Косынка она большая, потому что завязывается вокруг головы. Держим куклу, одеваем не просто как косынку, а как платок. Складки поправляем, делаем красивым. Когда делаем куколку, думаем о том человеке, кому мы его хотим подарить. И мысли те, которые мы хотели бы ему пожелать. У нас получилась кукла-зерновушка с пожеланием здоровья, потому что внутри она наполнена пшеном. Еще есть различные куколки в удмуртской культуре. Это масленица, здесь представлена, и ведочка. Спасибо за внимание.